брать концепцию цикличной истории, сейчас у нас примерно 905 год, то есть год первой русской революции. Собственно, все признаки революционной ситуации у нас имеются налицо. То есть верхи у нас не могут управлять по-старому, ибо партия «Единая Россия» себя уже скомпрометировала по самое некуда. Низы не могут жить по-старому, поскольку уровень закредитованности населения гораздо больше, чем это необходимо. Периодически у нас уже происходят различные волнения, как, например, после выборов в Московскую городскую думу, также, собственно, события в Шиесе, да, в Бурятии, собственно, только там успокоят, так в другом месте полыхнет сразу же. Но пока что правительство с этим еще справляется, то есть, в принципе, по циклу это где-то год 1905. Ну и если далее никто не найдет выхода из такого кризиса, может так случиться, что повторится и 917 год, когда, в общем-то, против коррупции помогла лишь революция. Уровень жизни постепенно падает, пенсионный возраст подняли НДС. Сейчас еще придумают какую-нибудь замечательную реформу, которая только набивает карманы олигархов и силовиков. Соответственно, если мы и дальше будем так жить, то это все перейдет к 1917 году. Я думаю, что он всегда актуален. Опять у нас идут притеснения пролетариата, то же самое повышение пенсионного возраста и прочие ликвидации школ, больниц и тому подобное. То есть при социализме о таком помыслить никто не мог. Соответственно, придумали какой-то непонятный день народного единства. С кем единство? С поляками, что ли? То есть тоже непонятно, в общем-то. Если раньше был праздник, когда куча революционеров отобрала властью кучки мерзавцев, то теперь у нас праздник, когда наоборот, куча мерзавцев отобрала властью народа. Соответственно, что мы празднуем 4 ноября, абсолютно никто не знает. Просто люди радуются лишнему выходному. А что праздновали 7 ноября и сейчас празднуем, кстати, вот вышли сегодня люди на демонстрацию тоже. Соответственно, это понятно. Мы праздновали переход власти к народу, к пролетариату, в общем-то, и тогда практически из отсталой крепостнической России сделали за несколько десятков лет передовую державу, которая смогла конкурировать даже и с Западом, где один кризис перепроизводства сменялся другим. Это зависит уже от того, как поведет себя власть в дальнейшем. Если будет продолжаться политика закручивания гаек, то в конце концов народ может взяться и за вилы с топорами, потому что чем дальше ухудшается уровень жизни, тем растет у нас уровень народного протеста. Но, соответственно, я все же надеюсь, что у существующей власти хватит ума прекратить политику закручивания гаек и оставить народу хоть какую-то социалку. Тогда, может быть, революции и не произойдет. Смена власти неизбежна, скажем, вот так вот даже. А как именно будет власть меняться, зависит от того, собственно, насколько конструктивный диалог будет проходить между властью и оппозицией, и насколько будет продолжаться режимом Путина политика разграбления России. В принципе, если власть будет и дальше так себя вести, то против коррупции у нас лишь революция. Так, в принципе, говорили совершенно правильно лидеры Левого фронта, Удальцов в том числе. Это совершенно не дело, когда в демократическом, согласно Конституции, государстве хватают человека посреди, так сказать, леса люди в масках и отвозят, обвиняя в надуманных каких-то преступлениях. То есть он честно шел изгонять из Путина бесов. Изгонять бесов по Конституции не запрещено. Там нет пункта об изгнании бесов. Соответственно,
наше правительство совершило ошибку, так сказать, приказав его арестовать и отправить в дурку, ибо таким образом она только, так сказать, прибавила популярности шаману. В общем-то, о нем узнали еще больше людей, и, соответственно, слава шамана, так сказать, еще разрослась. И, в принципе, на Руси всегда была традиция, что были люди, которые доносили до царя, так сказать, правду. Шаман, видимо, один из таких людей. И обычно таких людей ведь не сажали. К мнению народа правительство должно прислушиваться, но почему-то сейчас совершенно не так. То есть, если послушать риторику шамана, то он, в принципе, призывает к тому же, к чему призывают, по идее, и коммунистически, пролетарски настроенные люди, то есть власть народу и так далее, народное самоуправление. В принципе, ничего такого плохого в этом нету, и почему его за это нужно арестовывать и загонять в психушку? Религиозные взгляды ранних христиан и коммунистов, они, по идее, достаточно близкие тоже, а шаман, по идее, все правильно сказал, что власть должна принадлежать народу, и, в принципе, он говорит о такой народной демократии, то есть в том смысле, как новгородская вече или что-то в таком духе. А, в принципе, когда власть принадлежит народу, то, как правило, народ-то у нас вполне себе за социальную справедливость, по большому счету, выступает, и, в принципе, там недалеко уже до построения социализма в отдельно взятой, то есть с возрождением Советского Союза. Ну, правда, до этого шаман пока не дошел, но, думаю, когда он, в конце концов, до Москвы дойдет, если его там не грохнут по дороге, то вполне себе возможно, что что-нибудь получится у него с изгнанием бесов. Тем более, что пока он будет идти там, как в той притче Хадже на средине, или падишах помрет, или, в общем-то, ишак сдохнет, то есть Путин или сам уйдет, или, может, как-то иные формы смены власти произойдут. То есть, в принципе, шаман, как выразитель гласа народа, это знаковая фигура нашего времени, поскольку народ, уставший от кризиса, вполне себе поддержал его. Ну, правда, конечно, не весь, но ведь даже в 1917 году тоже не все и не сразу поддержали партию большевиков, потому что революции делают всегда люди пассионарные, которых несколько процентов всего, остальные потом к ним присоединяются. Соответственно, вот шаман и его последователи, это, очевидно, такие современные пассионарии. Ну и я думаю, что рано или поздно он все-таки дойдет до Москвы и там присоединится, так сказать, ко всеобщей волне левого протеста, которая у нас, ну, если политика власти не поменяется, то рано или поздно у нас, так сказать, случится то, что случится. То есть против коррупции нам помогает лишь революция, как сказал Сергей Удальцов. Появление шамана – это следствие кризиса власти и кризиса современного российского общества, потому что если бы он, допустим, в какие-нибудь сытые нулевые пришел, то, возможно, его бы и не поддержали так активно. Но сейчас у нас кризис, к тому же у нас еще и Крым наш, уровень жизни падает, соответственно, шаман легко себе находит сторонников. И, в принципе, это, думаю, закономерно и правильно, потому что мнение народа все же должно быть кем-то выражено. И вот шаман вполне себе подходящий выразитель такого мнения. Ну, собственно, в истории вполне себе были ходаки к царю, да даже если тоже кровавое воскресенье взять, в принципе, было то же самое, пошли рабочие к царю, ну их там, правда, расстреляли, но сейчас, в принципе, эпоха погуманнее, то есть не расстреливать не стали, просто посадили в тюрьму и закрыли в дурдом. В принципе, у нас всегда считали, что имеется хороший царь и плохие бояре, а тут вот еще и бесы, так сказать, религиозно-мистическая составляющая появилась. То есть
Я думаю, что нужный персонаж у нас этот шаман, потому что выражать мнение народа кто-то должен. Собственно, будем надеяться, что к тому времени изгонять бесов будет уже не из кого, потому что, ну, как бы всем известный нам президент уже сидит дольше, чем Леонид Ильич Брежнев у власти. А все-таки сменяемость власти по Конституции быть должна. Вот сейчас ее нету. И, в принципе, хочу поздравить вас со второй годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Так сказать, думаю, что сегодня мы стройными рядами вышли на демонстрацию. В 11:30 у нас сбор на площади Орджоникидзе. Начало шествия тоже в 11:30. Соответственно, и идем до площади Дружбы, где проводим митинг. Соответственно, всех с праздником. Против коррупции лишь революция. С днем 7 ноября, дорогие товарищи. Собственно, против коррупции лишь революция. 7 ноября, красный день календаря. Да здравствуют революционные шаманы, самые революционные шаманы в Якутии.